На несколько дней раньше Алимахан Джоугачива, врач-лаборант Национального госпиталя, получила заработную плату за апрель. Сумма на карточке уже не 12 тысяч, как она получала в начале прошлого года, а уже более 30 тысяч. Медик признается, что повышение их заработной платы на этот раз ощутимое. Врач выразила благодарность государству, что труд медиков оценивают по достоинству. В октябре с надбавкой мы стали получать 19-20 тысяч. И за апрель месяц я получила 34 тысячи сомов. Хочется сказать огромное спасибо тем, кто пошел медицинским работникам навстречу и стал повышать наши заработные платы. Кундуз Джолдошева, семейный врач 7-й столичной поликлиники с 40-летним стажем, вспоминает, как ранее она работала за 5000 сомов. И много лет такая зарплата была как норма. Но с приходом новой власти последовали неоднократные повышения. Сейчас, включая стаж и категорию, женщина получила 25 тысяч. Медик довольна, рассказывает, что раньше из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты молодые медики набирались опыта и уходили в частные клиники или уезжали за рубеж. Чувствовалась нехватка кадров. Но теперь, уверена Кундуз Джолдошева, эти надбавки будут стимулировать молодых специалистов к приходу в госмедучреждения. Многие молодые врачи оканчивают мединституты и не хотят работать в поликлиниках из-за низкой зарплаты. Сейчас все меняется, создаются условия для медработников. Теперь молодым врачам, которые только трудоустраиваются, зарплата будет составлять 15 тысяч. Это же хорошо. Я уже в пенсионном возрасте, хочется отдохнуть, но не могу уйти, потому что рабочих кадров мало. В соответствии с указом главы государства и постановлением Кабмина с 1 апреля увеличены базовые оклады работников организаций здравоохранения на 50%. При этом все надбавки и доплаты сохранены. Если должностной оклад врачей составлял 7,5 тысяч сомов, с апреля 11 264 сома. Если врач работает, имеет стаж и медкатегорию, то идут доплаты от 30 до 50% за каждую из этих надбавок. К примеру, врач, отработавший свыше 15-17 лет, его зарплата составит порядка 23 тысяч сомов. У семейного врача у них должностной оклад больше. И, как вы знаете, им в прошлом году в апреле месяце должностной оклад повысили до 10 тысяч, и сейчас с 50% надбавкой у них должностной оклад уже 15 136 сомов. Поэтому семейные врачи, соответственно, они и получат больше, с учетом вот тех доплат за стаж работы в здравоохранении, и категорию до 27 тысяч. Повышение зарплат коснулось всех медработников. Это и младший обслуживающий персонал, и медсестры. Если ранее базовый оклад медсестер составлял 6300 сомов, то сейчас 9856. Имеются еще отдельные надбавки для врачей, трудящихся в сельской местности. Например, вот в Нарынской области, вот Нарын, Атпаши, да, они относятся к высокогорным районам, и там доплата идет до 50% к заработной плате. Поэтому у нас семейные врачи, которые работают вот в дальних регионах, они могут получать зарплату до 40 тысяч. Поэтому, вот я обращаюсь, кроме этого, в сельской местности есть сельский коэффициент, это 10% к должностному окладу. Поэтому я и хотела призвать всех молодых специалистов идти работать в регионы. У нас нехватка врачей там, а население очень нуждается в медицинской помощи. На сегодня более 70 тысячам медработникам ФОМСом произведены выплаты в размере более 1 миллиарда 200 миллионов и 213 миллионов сомов на отчисление в социальный фонд по новому тарифу, то есть с 50% надбавкой к заработной плате. Наргиза Нурмаметова, Джантай Макенов, Пирамида.